Ozgina стрим ishlarga bo'ldim. До дома, короче. Я этот взял симку, короче. Снова у меня есть 200 гигов, и нам хватит этот. Ну, пока на старом я это, да, трачу старое. Ну, а так делаю маленький дневной эфирчик сейчас по дорожке, пока буду пиздовать до дома. Иншаллах, вечером сделаем большой эфир, так что Сузляр Биг Куб, считайте, я последний эфир, не знаю, не помню, когда делал, наверное, в конце марта или начало апреля, я не помню. Поэтому новостей очень много, поговорим, может, о чем-нибудь. Так что добро пожаловать. Рахимитис, эфирга. Ну, киш шлиминда, сегодня сейчас поеду ужин готовить надо еще. То все. У меня было пока тесное время. Вахат юга, короче говоря, одним словом. Поэтому я этот не мог, да? Ну, конечно, постоянно я буду делать или нет, пока не могу сказать, но сегодня постараюсь сделать, потому что долго меня не было. Сегодня я постараюсь сделать. Ну а пока просто поедем домой. Будем шляться, гулять не хочу сегодня, просто съемочку такую сделаем. Даже музон не буду, хер с ним включать, чтобы она прокатила, да? Она прошла, чтобы YouTube гребаный не блокировал. Это чисто так, рекламный, так скажем, процесс, рекламный процесс. Вот. Поснимаю лучше, наверное, этот. В ТикТок тоже надо будет сказать, что постараюсь сделать стрим. Лабишься. Дурдом этот сраный ТикТок. Все тёлки там жопу свою показывают, хвастаются, что у них такие задницы. Даже узбечки такое сейчас увидел, делают. Блядский жизнь пошел, блядь. Хой там, короче, ладно, это. И жидкое утро, ну, чисто просто туванлар, чтобы вы не забывали меня. Он отмаз меня. Я здесь. Ну, очень много, получается, комментариев, всякой хрени и много новостей. О чем надо попиздеть нам все. Так, сзади, конечно, блядь, троллейбус прется. Сейчас надо свалить быстрее. 15 человек. Сегодня 15 градусов, кстати, сейчас. Так, сейчас тоже этот, блядь, едет. Стоит, пидорас. Пройду сюда. На скоростях ездит вся хуйня здесь. Вон, спереди хуярит. Сейчас этот ТикТок тоже скажу сразу в нем. Тумалар салям. Сегодня постараемся эфир сделать ночью. Ну, как обычно, наверное, может до 12, если я закончу. Сейчас уже разы нету. До 12, может, сделаем, может, после 12. Ну, суть, короче, я буду делать стрим. Давно не делал. Так что, рахимтегес, миным каналга. Башкортостан 2024, как бы, на этом канале я буду хуярить пидоров, узкожопов. Вот, наша задача, как говорится, такая же. Уничтожение этот московское болото, блядь, ебучее. Нашла. Донгар обещали уже несколько дней. Что-то не вижу дождей. Ни хера, короче. Наверное, когда не надо, бабахнуть, короче. Пропустим троллейбус. Один стоит. Туганлар салям. Сегодня постараемся эфир сделать ночью.
как обычно, наверное. Может до 12, если уровня нету. До 12 может делаем, может после 12. Но суть, короче, я буду делать стрим. Давно не делал. Так что рахмет тегит менің каналға. Башкортостан 2024, как бы на этом канале я буду хуярить пидоров узкожопых. Вот, наша задача, как говорится, такая же. Уничтожение этот московское болото, блядь, ебучее. Пошла. Дүрт кеше. Так. Мы приедем за городом. Это на главный ТикТок закинул. Я его больно как бы не использую, но попытался. Кстати, и в ТикТоке будем тоже делать. Все подключу, короче. У меня интернет теперь хватает сегодня. У него, надеюсь, сила хватит у него. Сагат биш. Надо это быстрее пойти готовить. Все у нас цветет, пахнет, дырянь. Так, ну что там? Погнали. Погнали. Ну, чуть вам покажу. Погодочку такую у нас. Это из-за тикток-таглар все видят, а ютубовские не видят, я так понимаю. В ютубе другой контингент, в тиктоке другой. Шулай. Ну, сакура, короче. Как мне сказали, везде это сакура. Но я так и не видел, я его жимышин курмадом, монашуларно, блядь. Вишня вроде бы, вот она, сакура, как бы она как выглядит как вишня. Она должна выглядеть как вишня, блядь. Нет, ни хрена. Жимышин курмадом. Надеюсь, меня слышно там нормально? А тут тот день, то ли Айсен, то ли кто начал, уже 1,5 минуты пиздел, у него звука не было. У меня вроде звук есть, нормально? Надеюсь, меня слышно. Что-то комментарии, блядь, уже я не поняла. Как быть, если когда кашлянул, то кого? Что на одни да, на сужение. Пиздец, блядь, сука. В узком мире, блядь, мне кажется, такая озабоченность, да, вот я хуево, блядь. Какие-то нахуй точно, блядь, пидоры они сидят, блядь, на сайтах. Явно у них, блядь, стул у этих пидоров, блядь, с самотыком, блядь. Вот, поэтому они такие вопросы задают. Вам вон в Африку ехать надо, чтобы вас там хорошо отымели, узкожопых. И рот надавали гондонам всем штопанным, блядь. Сейчас только что какой-то черт написал мне в ТикТоке. Владимир какой-то, блядь, или Ленин, нахуй, блядь. Ебан, блядь. Типа, чё ты пиздишь, блядь? Тебя посадят, блядь. Туда-сюда, нахуй, блядь. Как они заебали угрожать, нахуй. Как они заебали, нахуй, вот это ихние грязные, блядь, делишки, блядь. Чмошные, блядь. Наверное, у них уже этот в крови это, блядь, нахуй. Все уничтожать, блядь. Они не могут ничего строить, блядь, только уничтожают, блядь. Разорители земель, блядь. Вот так вот. Меня взбесило вон тот, блядь, последнее видео, как Мунчада
короче, да, в бане, короче, ложит всех на пол, блядь. Ну это же пиздец, пиздец, блядь. Я же вам 1000 раз говорю, блядь, узбеки, кыргыз, таджики, блядь, не приезжайте нахуй, блядь. Не унижайтесь, блядь. Нахуя вы такие дела делаете? Вот, блядь, Европа, блядь. Приезжай в Европу, работай нахуй. Никто тебя на пол не будет класть, унижать никто не будет, раком тебя ставить не будет, швабру жопой не будешь иметь. В чем проблема? Ну, блядь. Оралар, отташағылар. Қоядыр, блядь. Мәскеуге, Ресейге, потом их ложат мунчада. Самое интересное, поймали вас на расслабоне. Прикиньте, вы на расслабухе, и вы ничего не смогли сделать. Только стоны какие-то слышны, потому что вас прикладом хуярят по спине, блядь. По ребрам, нахуй. Ебашат вас, а вы ничего не можете сделать. А потому что вы не на своей земле. Понимаете? Не на своей земле. Вот. Поэтому, как говорится, они хозяева там. Вы не хозяева. Вы только униженные. Вот это унижение ваше вам должно быть нормальному мужику задевать. Оно должно задевать, блядь, я не знаю, блядь, до костей нахуй должно задевать, что тебя унизили, блядь. Зачмырили тебя нахуй, эти узкожопые, а вы едете, хихихаха, блядь. Да че, какой нахуй хихихаха может быть, блядь, в таком униженном состоянии? В бане на полу валяетесь. Это же пиздец. Я знаю, что такое баня. Я знаю, что такое армейская баня. Все такое, знаете. Когда, блядь, сразу как бы отмечу, чтобы вы не думали, там, что были там пидоры и так далее. Нет. Узкожопая армия, наоборот, это критикуется. Насчет этого я не могу предъявить, что в армии узкожопые пидоры. Не, это, за это вы как бы можете не цепляться. А вот то, что, блядь, в армии издеваются, тебя там ебашит нахуй, чем попало, блядь, нахуй, как говорится, упор лежа ставят нахуй. Вот это есть. Вот это есть. Там нету такого, что ты там чёлка становишься или там баба, блядь. Такого нету там, беспредела. Это я не видел. А вот унижение вообще как дедовщина, да, так скажем, вот это, блядь, есть. Но сопоставлять то, что там было и сейчас на гражданке, ну это пиздец, позор, блядь. Почему? Обосную. Потому что на гражданке ты свободный. У тебя нету дембеля, у тебя нету военного какого-то надзирателя в виде лейтенанта, который тебя, так скажем, может дрочить. Ты не военнослужащий, ты просто гражданин другой страны, который приехал на работу, поработать и уехать. И ты имеешь право в субботу, воскресенье отдыхать хоть где, в бане, блядь, в сауне, да хоть в пизде у Марьи Ивановны, ты можешь отдыхать. Проблем нет. Но вот в этой пизде Марьи Ивановны, нахуй, ты не имеешь права пизды получать. Ну вот тебе вставляют, нахуй, калашом, нахуй, и, как говорится, дают пизды, блядь. Это пиздец, нахуй. Мы ночью будем читать, слушать, видеть, как говорится, будем обсуждать эту всю тему. Это я так сейчас просто поверхностно говорю. Поэтому год назад что я пиздел, и сейчас я что пизжу, я не меняю. Может, я только добавляю, и больше, наверное, во мне просыпается зло, блядь. Больше хочется уничтожать, нахуй. Вот это у меня больше, наверное, просыпается. Никакой жалости у меня ничего не просыпается. Потому что уже по-узбекски скажу, haddidan oshib ketishdi уже. Bu amlatalar. Hamma uruslarni kutiga sikib oziga berish kerak. Faqat shundagina sizlar o'zinglarni, так скажем, самосознание, да, вот это то, что вы униженные, сейчас вы униженные, понимаете, это вы должны признавать. Вот как мы в Башкортостане с Татарстаном тоже так же унижены. Мы почему? Потому что мы внутри, а вы внаружи и едете унижаться. А
почему? Теперь возвращаемся к государству других стран. Почему я постоянно их сопоставляю, и потом вы начинаете на меня на комментариях наезжать? Ты не прав, начинаешь туды-сюды, как тот это. Помните, кореец какой-то, гандон, блядь, пиздел там в Корее недавно что-то. Я его даже вот недавно только понял, кто такой, блядь. Я раньше его где-то встречал в ТикТоке, блядь. Я не понимал, что за пидор. Его реально, блядь, даже не отличишь от узбека, блядь. Ты можешь сказать, какой-то узкоглазый узбек. Но он, оказывается, сука, кореец, блядь. Его, что-то там его поймали, задрочили. Молодцы, так и надо. Но не того вы ловите. Вы не того чмырите. Узкий мир, блядь, творит еще хуже. Он всего лишь языком творил. Это хуйня, вы понимаете? Вы долбите слабых. Вы не можете долбить власть. Вот в чем ваша слабость. И когда мы будем сопоставляться Башкортостан, Татарстан, Кавказ и так далее, мы, да ведь внутри, и поэтому мы не можем это сделать. Почему? Потому что мы не можем поднять народ. А вам поднять народ – хуйня. Потому что вы независимые. Вы независимые. Поэтому, когда вы кроете нас нахуй хуями, блядь, вы поймите, что в независимых странах вы не свободные. А мы в зависимой, блядь, в этой дерьме узкожопой нахуй тоже в таком же состоянии. Ну, выбора больше у вас, чем у нас. Поэтому вы должны это понимать. Поэтому вы должны, наоборот, друг друга поддерживать внутри своей Азии. Внутри вашей Азии. Понимаете? Поэтому бірләшергә кирәк. Туганнар, бірләшергә кирәк. Без бірләшеп кенә эшли алабыз бөтен әйберне. Бердәм булырга кирәк, бірләшергә кирәк. Не надо, блядь, что-то ковырять в жопе, нахуй, искать какие-то провода. Не надо. Почему? Потому что, блядь, нахуй, вот это унижение, вы думаете, что? Унизили узбека или там кыргыза или таджика там в бане, да? Что, вы думаете, нам что, это смешно? Мне нихуя не смешно. Мне изначально не было смешно. Я вам год назад постоянно говорил, что хватит унижаться, хватит гуськом ходить, хватит, блядь, нахуй быть чмырями, блядь. Я вам изначально всегда говорил об этом. Вы не понимаете этого. Вы просто думаете, что этот узкий мир сраный нахуй вот просто так исчезнет. Он никогда не исчезнет, пока мы их не выебем. Мы должны их трахнуть так, что, блядь, гандоны никогда больше не оклемались. Не оклемались никогда, нахуй. Кызларын полностью, нахуй, сыгып тошларга, хотын ясаргаларна, блядь, хоть 10-й женой, нахуй. Чтобы они только были рожалками, нахуй, бесплатными. Чтобы нам рожали детей, увеличивали, нахуй, башкиртов, татар увеличивали только вот так. Рожальный аргумент, блядь, в этой теме работает. Только рожалка у них и должна использоваться как инкубатор, нахуй, ебаные. Чтобы у них матка, блядь, 24/7, нахуй, рожала, блядь. Только таким образом мы можем, блядь, нахуй, унизить их. Унизить — это значит вспомнить, кто мы. Вспомнить, кто мы. И потом сегодня тема еще одна появилась, новая, насчет языка. Вот, сейчас покажу я вам изблизи красоту вот эту. Видите как? Соколушка. Только что снимал. Вот оттуда ехал. Уф, хуйтамига, блядь. Блядь. Будущий зэк 100%. Пошел нахуй. Гандон, блядь. Зэк, блядь, нахуй. Я вам нахуй, блядь, вашу же швабру, блядь, засуну в жопу, нахуй, чтобы с горла вышло, блядь. Потом вы меня ёбнете, убьете, нахуй. Вот только таким образом это произойдет. Крайний случай это, крайний. Ничего такого зэковского варианта вы не дождетесь, нахуй. Главное, нахуй, бисмилля и не суицид. Бисмилля и не суицид, вот и все. А так, иншаллах, если мы будем дохнуть только в бою, при уничтожении Москвы. Пока мы не уничтожим Москву, нахуй, мы спать не будем спокойно. Узкожопые будут, как говорится, харкаться кровью. Пока вы, гниды, нахуй, не будете, нахуй, жрать сами себя, нахуй, мы не успокоимся.
Вы не думайте, что вы будете жить на расслабоне. Вы не думайте, то, что мы здесь вот сейчас на велике катаемся, там пиздим о чем-то. Нет, вы не думайте, что это все просто. Вы не думайте. Просто пока нас мало. Вот когда нас, как говорится, проснется тот объем, который я прошу, 100 тысяч. Когда я 100 тысяч разбужу, вам пизда всем будет нахуй. А я буду стараться будить их. Я буду до конца своей жизни будить их. И за мной тоже так же идут люди. Я же не один. Аллах Тааля мне отправит людей, которые будут со мной идти. Потому что я на верном пути. Я на правильном пути. Потому что унижение на земле не может быть. Вот так вот. Подобие Путлера, нахуй, Нетаньяху и вся вот эта поеботина, нахуй, мы будем мочить, нахуй. Но в данный момент пока мы будем мочить всю русню. Потому что русня в данный момент нам мозга ебет. Потому что наши земли захвачены русней, а не Нетаньяху. А потом мы уже, когда уже возьмем власть свою, перейдем уже на другие территории. Только таким образом. Зачищать будем всех неправильных. Всех. А правильность это, знаете, когда? Когда каждый сидит на своей земле и тихо живет. Вот это и есть правильность. Это и есть гуманность. Это и есть человечность. А вот это ваша мразота, захват Украины и продолжение долбить Украину и так далее, это пиздец нахуй. Это ни в какие рамки не влазит, ублюдки. Никакие рамки. Поэтому пока мы, знаете как, на днях только поднимал тему в Телеграме, безденежные. Вот я осознал одну вещь, что без денег мы никто. Вот когда мы образуемся деньгами, вот только тогда мы сможем победить этих пидоров нахуй. Всех, которые пытаются разжигать на земле всякую ересь нахуй. Вот в этот момент только мы сможем произвести какой-то эффект. А сейчас мы неэффективные, потому что у нас нету денег. Всего лишь деньги, представляете? А почему? Потому что контингент, который сейчас живет на земле, он привык просто заплати, я сделаю. Вот и все, понимаете? Я год ломлю голову, блядь, что же не так? Ну, я много раз высказывался про деньги, но вот этот месяц, ну, так скажем, даже не месяц, вот этот до последнего эфира, который я не делал, я понял, что без денег мы никто. Все, вот и все. Теперь максимально будем ставку делать на деньги. Максимально призываю всех башкиртов, татаров на земле вообще, по всей земле, блядь, хоть на Луне, блядь, где вы находитесь, максимально вкладываться в это дело. Вкладываться в это дело любыми способами. Открывайте, создавайте любые какие-то группы, организации, группировки, блядь, хоть что, блядь, нахуй, чтобы вы туда вкладывали бабосы, чтобы вы развивали наше движение, чтобы вы шли с нами, шли с нами на одном пути. Только шулайгана мы сможем это ебучее зло победить, по-другому никак. Только уничтожение Москвы спасет и Украину, и другие все регионы. Вот на днях только тоже слушал какое-то что-то... 5-минутная какая-то хрень. То, что свободу Башкортостана, там говорится, что-то там, то ли Айгуль Лион говорила, подняли тему украинцы. Вот украинцы молодцы, они подняли тему именно по Башкортостану, чтобы Башкортостан изъявил свою волю о независимости. Вот они подняли эту тему, и идет такая поддержка. Но их движение Габбасова и Айгуль Лион, оно
как сказать, блядь, слабенькое, да, такое вот, в ожидании часа икса. А я этого как бы не соглашаюсь с этим. Вы же знаете, постоянно я об этом говорю. Поэтому час X, блядь, хуй X, блядь, вот этот нахуй не нужен нам. Нам нужно конкретно сейчас уже дособирать, как говорится, свои войска и уже сейчас уже этим заниматься. Вот в данный момент. Не надо ждать X, микс, блядь. Вот как мы соберемся, будем подготавливаться. Пусть нас подготавливают украинцы, да хоть кто, блядь. И мы сами не тупые, блядь. Чего ж там, блядь? Замочить узкожопого большая проблема, что ли? Поэтому мы должны, как говорится, их мочить в Москве. Везде же не будем их мочить нахуй по земле. Потому что, как говорится, нам это, как говорится, не дает право убивать всех подряд налево-направо. Первая задача наша — это уничтожить Москву полностью. Вот видели, наверное, сейчас только мне закидывали в телегу, вы уже, наверное, видели всю эту тему, что там узкожопые там какую-то хрень вытащили насчет Киева, а потом украинцы создали то же самое через нейросеть, короче. И вот так, я хочу вот так видеть Москву, чтобы она была в пещерном образе. Я хочу уничтожить полностью, как вот Сирию, как Палестину уничтожили эти пидорасы, нетаняшки. Вот так хочу также Москву разровнять, блядь. Вот прям с землей разровнять нахуй. Вот сейчас я вам покажу, допустим, да, это вот стройка, да, тут. Вот стройка, вот, видите, да? Разравниваемый гравий, блядь. Вот полностью вот. Все, вот примерно вот так. Я так хочу сделать Москву. Вот примерно так. Поэтому мы идем к этой цели. Разровнять полностью Москву. Войти туда любыми нахуй агрегаторами, нахуй, танками, хуянками, хоть чем, блядь, нахуй. Бульдозерами, нахуй. Полностью, блядь, расхуярить, чтобы там МКАДа не было, нахуй. Никакого Варшавского шоссе, блядь, нахуй, Рублевского шоссе, ничего не должно быть. Рублевки не должно быть, Барвихи не должно быть, нахуй. Все должно, блядь, уничтожено быть. Разравнено, блядь. Все, блядь, нахуй, эти бункеры, нахуй, взорваны, нахуй, блядь. Куда они там выходят, блядь? С Кремля начинают, блядь, ехать теплый стан, блядь, да, Яси, бункеры, до туда метро едет. Везде все захуярено, нахуй. Все. И метро все разъебано. Каждая линия метро разъебана, нахуй, которую строил Собянин подавно. Все коммунистические метро, нахуй, тоже разъебано. Это красная линия столетняя, нахуй, тоже разъебать. Полностью Москву взорвать, нахуй. Полностью, блядь. Заминировать в круговую с МКАДом вместе, чтобы захуярить так, чтобы туда уже все неинтересно было ехать вообще, блядь. Вот и все. Вот пещерной ситуацию сделать. Как видели, наверное, в ТикТоке везде, блядь, Палестина. Какая вот? Вот таким же образом, как газу захуярить Москву, блядь. И чтобы эта Москва никогда больше не называлась Москвой. Никогда, блядь. Его не называть Москвой, блядь. А называть, нахуй, все, нахуй. Дыра, нахуй, блядь. Я не знаю, туалетом, блядь. Говном, блядь, сраным. Вот примерно так, понимаете? Так что, ладно, давайте, Руслан, мы будем, как говорится, действовать, как говорится, из-под тишка пока. Потому что в России опасно. Всех будут ебашить там, эти крысы, нахуй, узкожопые. Поэтому не попадайтесь этим крысам. Тихо сидите, молчите. Выходите, кто хочет уже бздеть, как я. Выходите за границу. Будем, как говорится, вместе мощной силой. Олга Башкортостан, Олга Татарстан, Олга Ичкерия, Дагестан и все-все. Эрзя, Мокша, Марилар, Шувашлар, Шупашкара, кто там, Ижевский, все, Бурят, Якут, все, Олга, встаем и идем на Москву. Собираемся минимально с каждой республики по 100 тысяч людей должны собраться. От 30 до 50 лет. Мужики, встаем, просыпаемся, хватит уже трусами жить. И быть трусами, жить трусами. Хватит. Все, давайте до вечера. Выйдем, иншаллах, вечером. Максимально репост, подписка. Хоть и, блядь, нахуй, негативщики, тоже подписывайтесь, гандоны. Жду всех. Олга. Россия хуесила, блядь, нахуй, а не сила.
Пошли нахуй все. Что за гондоны? Одни гондоны сидят тут. Ладно, давайте, душлар. Короче, на связи. Вечером увидимся. И пидоры, вечером тоже заходите, ладно? Давайте.